Новогодний праздничный стол для россиян стал дороже, особенно в приготовлении салатов. По оценкам статистиков, зато минимальная стоимость продуктов для традиционного оливье обойдется в 576 рублей. Наша съемочная группа обошла супермаркеты и рынки, чтобы узнать реальную стоимость ингредиентов к блюду. Что говорят эксперты, а также рекомендуют работники из сферы общепита, в частности, профессиональные повара, узнал Даниил Байков. Купить готовое или сделать самим? Фаиль Гильманов вместе с супругой еще думают над этим вопросом в плане приготовления оливье. Для него, как и для всех россиян, декабрь полон хлопот и забот. Время и деньги – очень ценные на сегодня ресурсы. Оливье – это, во-первых, самый бюджетный, наверное, салат будет на Новый год. Все-таки ни креветок там нету, каких-то там дорогих морепродуктов. Сейчас, если брать, наверное, чтобы получить какую-то там порцию на семью, наверное, это будет минимум рублей 700. При условии, если салат едят преимущественно двое взрослых. Причем аналитики, исходя из данных Росстата, выяснили, что главное праздничное блюдо стало дорогим и составило 576 рублей. Далее идут мимоза, селедка под шубой. Замыкает четверку столичный. Все продукты оценивали по стоимости ингредиентов. И реально ли цена к оливье соответствует действительности? По нашим скромным подсчетам, если приобрести все ингредиенты к салату с учетом всех скидок, то выходит почти 600 рублей, что немного даже выше той цены, которую дали статистики в размере 576 рублей. Сами уфимцы предпочитают покупать продукты к праздничному столу в супермаркетах. На рынке ходят единожды, чтобы приобрести свежие овощи, которых не встретишь на полках магазинов. Можно посмотреть, потрогать, а там все в коробках привозят и все мятое в основном в супермаркетах. На рынке чуть-чуть дороже. Но около 1000, да, вот выходит. Даже иногда, у нас большая семья, поэтому даже 1,5 может выйти на один салат. Особо, мне кажется, разницы нету. Думаю, до 1000. Меньше даже, от 700. То есть и не сильно дорого, чтобы салат приготовить. И эксперты подчеркивают, что стоимость продуктов на оливье остается стабильной. Цены поднялись, но незначительно из-за инфляции. Причина – большой урожай овощей и то, что многие ингредиенты к салату выпускают в регионе. Что касается продукции животного происхождения, в частности яйца, или кто-то еще любит добавить даже мясной составляющей в оливье, то и эти ингредиенты у нас в республике в достатке производятся и даже вывозятся. То есть мы очень много, так скажем, ввозим даже в дальние зарубежья. Настоящий ажиотаж на рынках, говорят продавцы, начинается за 3 дня перед новогодним праздником. Особенно, когда покупатели ищут вареную колбасу и желательно в оболочке. Вы знаете, у нас давно не дорожала колбаса, в принципе. Не так часто она дорожает. Если даже дорожает, не намного. Незначительно. Бывает, в год, может быть, 1 раз. А в одном из уфимских ресторанов и вовсе подают альтернативное оливье со слабосоленым лососем. Шеф-повар Никита Данченко отмечает, в последнее время блюдо пользуется большой популярностью у горожан, поскольку низкокалорийное. Потому что туда идет рыба красная, а там очень мало калорий. Если добавить сметаны, то он будет прям ПП. 500 тысяч рублей, и салат будет готов к вашему столу. Окончательный выбор в пользу тех или иных блюд на Новый год – это, конечно же, выбор каждого человека. Вкусы у многих разные. Как считают повара, человеку достаточно порции оливье в 250 граммов, чтобы получить удовольствие и незабываемый вкус, который помнят с детства. Даниил Байков, Алия Ильтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Новости Уфа.